Ассаламу алейкум, варахматуллахи вабаракату. Амир Дамирович, приветствую, уважаемые зрители, Хардашлар. Поздравляю всех с наступившим месяцем Рамадан. Также поздравляю нас, нагайцев, с получением нашими юртовскими и карагашскими диалектами статуса именно диалектов нагайского языка. Вот, Амир Дамирович, может, вы пару слов скажете тоже по этому поводу? Алейкум салам всем. Вам, Ильдар, тоже. Присоединяюсь ко всему сказанному, ко всем этим поздравлениям. Действительно, и признание вот от ведущего Центра тюркологии Института языкознания Российской Академии Наук – это существенная веха для всех нас. Мгм. Вот хотел бы тоже согласиться с вами, попросить, может, вы подробнее сможете рассказать вот об этом нашем моменте? Ну, это вообще, вот это признание, как бы, это такая, как бы вам сказать, веха на таком довольно длительном периоде работы, причем работа велась многими поколениями исследователей. Здесь нужно подчеркнуть особую роль работ Леонида Шейхсултановича Арсланова. Это филолог, исследователь из Республики Татарстан, который в 70-е, 80-е годы здесь непосредственно работал в нагайских селах, тогда Наримановского района, вот, и непосредственно общался с носителями этих языковых норм. Вот. Ну, что можно сказать за это время? За это время, которое прошло, язык наш деградировал, а вот та норма, которая была введена директивно в качестве родного литературного языка, я имею в виду литературную норму татарского языка, она использовалась только в школе. То есть Мгм. это аналог, так скажем, второго иностранного языка. Вот сейчас, как у нас многие учат английский или там раньше немецкие языки учили, там сейчас французский вводят, да, некоторых в качестве второго там иностранного. В школе Мгм. получили, оценку получили, вышли за пределы школы и забыли. То есть он не использовался ни в быту, нигде. И это, кстати, до сих пор, хотя он сейчас и факультативно вот в школах юртовских населенных пунктах он преподается факультативно, многие родители отказываются от его изучения, объясняя это тем, что этот язык, он нигде им не нужен, их детям. То есть они считают, что этот язык, и справедливо, кстати, считают, что литературный вот этот татарский язык, он их не родной, на нем М. они не разговаривают, вот, его они не используют в быту, а при поступлении в какие-то учебные заведения, да, он им абсолютно не нужен. Поэтому люди практичные, все прекрасно понимают. И вот сейчас, на данный момент, в качестве этого родного языка у нас фактически пробел такой Мгм. языка. В школе я имею в виду. То есть все делается, так скажем, для галочки. Формализм присутствует в этом деле. Вот. А вы можете пояснить вот примерно, вот какая причина этого всего? Как получилось так, что именно наши вот группы, наших астраханских нагайцев, да, вот приписали именно к татарам? Почему это так получилось? Но это связано с тем, что после революции 1917 года, после гражданской войны, после того, как новая власть, советская власть начала, так скажем, как тогда пелось, разрушим старый мир, да, до основания, а затем мы новый мир построим. То есть, когда начали строить вот этот новый советский проект, там было поставлено очень много целей. Понятно, главная цель это было построить коммунизм. Сперва там пытались построить в пределах всего мира, потом в отдельно взятой стране и так далее. Вот. И одной из таких как бы целей, ну, параллельных, так скажем, это было построение единой или создание единой советской нации, где все люди говорят на одном языке, исповедуют одну идеологию и так далее. Понятно, что конечный язык должен был быть русский. Почему? Потому что это был язык межнационального общения и так далее. Но сразу к этому прийти, так скажем, на тот момент, когда большинство населения страны вообще никакой грамотой не владело, да, было невозможно. Поэтому
вот одна из первичных ступеней, так скажем, в этом продвижении к этой цели было следующее. Это политика укрупнения наций, когда к более, так скажем, многочисленным каким-то вот группам, которые проживают компактно в тех или иных регионах, да, приписывали директивно родственные им группы там, по происхождению и так далее. Ну, вот ногайским группам Нижнего Поволжья было решено, ногайские группы Нижнего Поволжья, все причем, это юртовцы, это карагаши, это кундрау, это утар, всех приписать к татарам. И в качестве языка, на котором будет вестись обучение в школах, где компактно эти группы проживали, было директивно спущено то, что следующее указание, что в этих школах преподавать именно литературно-татарский язык. И все предметы преподавались именно на литературном татарском языке. Я хочу еще одно сказать, что был такой период, когда даже туркмены, которые у нас проживают в Астраханской области, они тоже изучали в качестве родного языка литературную норму татарского языка. Но к тому, что они от этого стали, так скажем, татарами, Не получилось. не получилось, да. Мы сейчас видим, что после того, как Советский Союз распался и так далее, да, туркмены вернулись к своей, к своему литературному норму своего языка, и эта норма у них преподавалась в их школах. То есть у них вот эта, так скажем, этничность, природная этничность, она взяла верх. Мгм. Ну, даже по внешнему виду видно, что там это вообще разные народы. Там Ну да. головные уборы и все остальное. А вот как думаете, для чего это вообще им надо было сначала построить сначала советскую, потом вот эту постмодернистскую татарскую нацию, да и нас туда включать еще до кучи? Ну, по поводу построения советской нации я уже сказал. Это была особенность национальной политики в той стране. Страна была другая совершенно, понимаете, не та, что сейчас. Там вообще строили нас, ну, так скажем, на первое место ставилась идея интернационализма, дружбы народов и так далее. Вот. Особо вот такую, да, вся политика сводилась к тому, чтобы стереть вот эти различия между нациями, народами и так далее. Но, так скажем, законы развития этносов, они свое взяли все равно. То есть они взяли свой верх, поэтому данный проект, так скажем, потерпел фиаско. Плохо это, хорошо, сейчас я не буду говорить, но мы с вами сейчас констатируем тот факт, что советского проекта уже 30 лет как не существует. Но после того, как действительно этот проект, так скажем, канул в лету, по всей стране, вы помните, началась вот этот парад суверенитетов начался. И элиты Татарстана, они также взяли курс на самостийность своего региона, так скажем, на объявление его суверенитета, да, и начали строить вот так называемую постмодернистскую татарскую нацию. Но сейчас, так как эпоха постмодерна уже на излете, мы видим, что этот проект, я имею в виду национальный вот этот татарский проект постмодернистский, он терпит крах. И, все народы, которые были включены в состав, вернее, вот в этот проект, что нижневолжские группы нагайцев, что северо-западные башкиры, что сибирские, так называемые татары, да, в кавычках, они сейчас активно возвращаются к своей природной первоначальной этничности. Значит, для чего это нужно было этим самым нацстроителям, я имею в виду с Татарстана? Ну, первое, это попытаться действительно получить суверенитет, но это, конечно, была идея такая, скажем, бредовая на тот момент, да и сейчас тем более она бредовая, да? Но далее для чего это использовалось? Это использовалось для того, чтобы торговаться с тем же самым федеральным центром, ну, в частности, с Москвой, да. И вот это
фраза Ельцина «берите суверенитетов сколько сможете взять», это было определенной частью элит тогдашнего Татарстана воспринято по-своему. Но я вам так скажу, что вот эту идею получения независимости эти идеологи оттуда, со Среднего Поволжья, они построили себе в голове. Но это их хотелки, так скажем. И с этими хотелками нужно обращаться к специалистам, а не вытаскивать это все, так скажем, народу. Вот. И что еще могу вам сказать? Татарстан это не суверенное государство, это субъект Российской Федерации, такой же, как Астраханская область, Ульяновская область, там, Пермский край и так далее. Да? Поэтому на данный момент вот у этих нациостроителей нет никаких, так скажем, причин и никаких даже обоснований строить вот эту большую так называемую татарскую нацию. Причем включая в нее те народы, которые не являются первоначально, исторически и так далее, да, частью этого народа. Я понимаю, живут татары действительно те, кто там по каким-то историческим, там, экономическим и прочим причинам, так скажем, проживает за пределами современного Татарстана. Мгм. Мы их знаем. Они у нас в Астрахани тоже живут, я имею в виду в Астраханской области. Сейчас вот, например, несколько сел в Нариманском районе, в Лиманском районе, в Икрянском районе, да, и на севере области одно село, кажется. Там реально же проживают действительно потомки тех переселенцев, которые сюда переехали там по определенным причинам где-то с начала 18 века и по 20 век включительно, да. Вот. Вот. Но не они нас не называют татарами, они нас называют нугай. Не мы их называем нугаями, мы их называем казанны или мишари, да, в зависимости от их происхождения. Вот. Но у нас здесь внутри региона никаких, так скажем, вот этих непониманий с нашими соседями, в том числе из числа татар и так далее, нет, потому что есть и, как его, чисто соседские, там, родственные отношения, да, есть смешанные браки и так далее, но мы всегда знаем, кто есть кто из этого. Ну вот, в частности, я вам могу привести в качестве примера книгу местного краеведа, историка, этнического татарина по происхождению. Он житель села Новые Булгары Икрянского района, Шамиля Саражиддинова. Вот его книга. В году было 100 лет населенному вот этому селу Новые Булгары, где он пишет, надо отдать ему должное, это честный историк, так скажем, краевед, да, без всяких там политических амбиций и так далее. Он пишет, что он пишет. Вот берем его книгу, страницу открываем, 8, да, что он пишет. Например, вот описывает одну жительницу, указывает на нее, Мажитова Айшахана Абубакаровна, 1910 года рождения. Еще весной 1917 года из Ногайского села Башмаковка, сейчас село Татарская Башмаковка, Приволжского района, да, папа Абубакар привез сюда, на территорию нынешнего села Новые Булгары, маму Хаят, ну и так далее. То есть он называет село Башмаковку Ногайским, не татарским. Или дальше вот читаем следующий абзац вот у него. По завершении уборки урожая, совпавшей с захватом большевиками власти в столице, то есть это 1917 год, все вернулись в свои дома. Ну, имеется в виду досельчане, будущие его. В свои дома в ногайских селах Башмаковка, Карагали и Иксатово. То есть вот села, тогда это был, по-моему, Астраханский уезд, сейчас это Приволжский район, Башмаковка, Карагали, Иксатово. Он пишет так, как называли его соплеменники. Ногайские. Вот, понимаете? Даже не юртовские там, или какие-то, а вот ногайские. Вот. Поэтому вот этот пишет человек, который прожил всю свою жизнь в Астраханской области, изучал историю своего, так скажем, населенного пункта, своего края, своего народа и так далее, да, соседних народов и так далее, с которыми они все время жили. И вот он пишет так, как это действительно было на самом деле. Ну а то, что нам пишут оттуда,
я имею в виду татарстанские элиты оттуда, это уже чисто политика. Это никакого отношения ни к истории, ни к там, реальной действительности не имеет отношения. Вот это все политика, и еще раз говорю, политика. Ну, а оттуда, конечно, они пытаются из этой политики определенно себе, так скажем, выгоду вытащить. Мгм. Понятно, понятно. Ну, если вот так вот посмотреть немного, как говорится, невооруженным взглядом, есть такое как бы понимание, что ли, что они, будучи сами по себе потомками именно оседлого населения, да, Булгарии, как бы пытаются присвоить себе именно наследие или как претендуют на Золотую Орду, одним словом, можно сказать. Вот по этому поводу что можете Ну, сказать? я вам еще раз говорю, вот это, как сказать-то вам, идея фикс, она была, когда они ее начали, так скажем, реализовывать, опять-таки для того, чтобы торговаться с федеральным центром. Мгм. То есть первоначально же вот сам этноним татары у действительно жителей Среднего Поволжья не был самоназванием. Мгм. Вот. Его, так скажем, ну, навязали народу, как пишет, например, тот же Бартольд, да, некоторые группы интеллектуалов, так называемых, во главе с Марджани Мгм. в 19 веке, когда он сказал, что надо народу, ну, тюркам, которые там живут, и тюркоязычным мусульманам, да, объединяться и нацию, то есть и надо какое-то вот название принять. А. И после определенных споров остановились вот на предложенном Марджани термине татары. Его кто-то поддержал, кто-то его критиковал. Вот. Но случилось то, что случилось. Вот. Потом же уже, вот постсоветский период, этой идеей занялись, так скажем, его и последователи уже в Республике Татарстан. Мгм. И вот для того, чтобы обосновать какую-то, так скажем, особую роль Татарстана, ну, вернее, Казани, да, в отношениях с федеральным центром, нужно было не только там экономически это обосновать или там еще как-то, нужна была еще идеологическое обоснование. Ну, Мгм. если это, так скажем, строить на претензиях, там, основываясь только на истории, например, Волжской Булгарии или наследии Волжской Булгарии или Казанского ханства, это получается жидковато, потому что Волжская Булгария, что Казанское ханство, это все-таки, выражаясь современным языком, современной терминологией, это региональный проект. Мгм. Тогда было решено следующее. Ну, мы называемся татарами, да? Я имею в виду они. Мгм. Вот в свое время татары держали там столько-то лет, мол, под властью своей огромной территории. Ну, Мгм. и эту эпоху Золотой Орды. И вот было решено вот эту, так скажем, идею внедрить сюда. То есть Мгм. сказать, так как тоже носим название татары, являемся наследниками тех татар. Мгм. Вот. Поэтому у нас есть все основания на то, чтобы разговаривать, ну, так скажем, с федеральным центром на особых ролях. Мгм. То, как вы уже сказали, ни внешне, никак, ни Мгм. исторически, ни культурно потомки оседлого населения Среднего Поволжья никакого отношения вот к тем ордынцам, вот к тем, э, так скажем, кочевникам не имеют. Что делать? Как, так скажем, эту базу укреплять? Ну, а у кого они есть, эти традиции, это наследие, которое в себя включает там культуру кочевого быта, да, воинские традиции, эпосы, ну, такие как там Едиге тот же самый, да, Мгм. 40 богатырей там и прочее, прочее. А они есть у нагаев, они есть у башкир, они есть у сибиров и у других народов, более-менее, так скажем, которые имели отношение к тому ордынскому периоду.
Ну и вот было решено это все объявить татарским. Кстати, где-то в 90-те годы со стороны определенных кругов Татарстана были попытки и включить в свою орбиту и крымских татар. Мгм. Да, ездили делегации, там пытались, так скажем, крымских татар тоже втянуть в свой, так сказать, проект татарской нации. Но крымские татары, они быстро их раскусили, их натуру, и отчетливо заявили: мы, ну, такой, так скажем, такого характера было заявление, недословно, конечно. Мы имеем с вами в истории какие-то общие там моменты, да, там в истории, в этногенезе и так далее, но мы с вами разные народы. Поэтому они от них дистанцировались и пошли своим путем. И идут им до сих пор. М. В принципе, так же поступили и сибирские татары. Вот. Так же поступили и башкиры. Сейчас на этом пути идем и мы с вами. Ну, то есть, получается, не все согласились, да, изначально уже даже. То есть это говорит о том, что люди уже на корню уже понимали, к чему это может привести, и что это как бы, ну, как бы изначально это уже априори ненормально. Ну да. А почему вообще тогда татаристы решили, что можно диктовать там Москве или Астрахани или еще там каким-то регионам какие-то свои условия? Неужели они там возомнили о себе там какую-то суперзначимость? Ну, я же говорю, это к специалистам, не ко мне вопрос. Мгм. Вообще это нонсенс. Вообще никаких, конечно, прав нет у какого-то региона, да, Российской Федерации, там, субъекта, там, диктовать свою волю там, другому. Там, Мгм. э, согласно Конституции и другим законам Российской Федерации и законам отдельного субъекта, и права этих субъектов, так скажем, заканчиваются в пределах его административных границ. Дальше работают только общефедеральные законы. Мгм. А так это действительно это нонсенс, когда, например, элиты или представители элиты одного региона начинают диктовать там местным жителям другого региона, да, Мгм. там, какой язык им изучать, какую одежду, условно говоря, одевать, да, как называться, вот. Кого Как приглашать? приглашать, да, на мероприятия, которые проводят там в этом самом регионе, да, Мгм. как его, ну вот в частности, например, как это происходило во время чтений жуманских чтений в Астрахани с нашим гостем с Башкирии Салаватом Хамидуллиным. Мгм. Это была предпринята попытка со стороны отдельных, так скажем, представителей элит Татарстана в силу того, что уважаемый Салават Агай у них вызывает изжогу, так сказать, да, но Мгм. он их ломает, их вот эти бредни конкретно он их ломает. Вот. И когда мы его пригласили сюда, чтобы он выступил с докладом по нагайско-башкирским ну, по истории нагайско-башкирских отношений, то есть это остепененный человек, кандидат исторических наук. Вот. Тема вполне, так скажем, нейтральная, да, касается только нас и башкир, то есть Мгм. истории отношения нагайцев с башкирами. Были действительно предприняты такие попытки сорвать его приезд. Вот. Ну, мало что они хотят. Мгм. Мало А что. как получается, что человек хочет, вот он, можно сказать, приглашенный, он принял это приглашение, но в это же время для него это проблема попасть сюда на мероприятие. Почему это так происходит? Как же так выходит-то? Ну, это говорит о том, что Татарстан действительно имеет у нас, по крайней мере, в других регионах, в частности, и у нас, через свои там организации, национально-культурные и прочие, да, и в органах власти, он имеет определенные лица, которые лоббируют его интересы здесь. Только вот мне интересно, лоббируют эти люди интересы нашего региона или свои личные? Вот это мне интересно. Ну да. То есть, значит, можно сказать, что вот эти элиты Татарстана, там их последователи постоянно вносят раскол, да, в межнациональные отношения в Астраханской области, там, в Башкирии, в Сибири, в других ряде других регионов России. Вне сомнения. И таких примеров полно. Даже это не только было во время переписи, да, и это не было, и это не сейчас только вот эти вопли по поводу нашего там того, что уважаемые
так скажем, институт Мгм. Российской академии наук признал наши диалекты ногайского языка, да, ну, сейчас посмотрите по всем этим каналам Республики Татарстан, идут вот эти вопли, да. Такая ситуация была, например, с памятником, во время обсуждения установки памятника Ивану Грозному в Астрахани. Мгм. Да. Я там, кстати, на этом круглом столе присутствовал, он проводился в здании Астраханского краеведческого музея-заповедника, и там присутствовали и представители Республики Татарстан, ну, я имею в виду ученых кругов, околонаучных, даже можно сказать, да, это вот историк Фахриддинов и Марина Имашева была. Вот там Фахриддинов, он прям выразился так, что он поставил в один ряд Ивана Грозного с Гитлером, в частности, например, да? Что, конечно, возмутило э, представителей принимающей страны. Вот. Я имею в виду астраханских активистов. Например, тот же Дамир Исхаков в своих интервью тому же Айсину заявляет, что, например, Россия устроила геноцид астраханских татар, ну, в кавычках, жителей Астраханского ханства, да, якобы здесь, когда в 1556 году Астрахань была включена в состав государства Ивана Грозного, все было усеяно трупами. Понимаете? Или вот недавняя ситуация в прошлом году с соседним регионом, субъектом, с Республикой Калмыкия, в частности, с поселком Цаган-Аман, когда местный активист, ориентированный на Казань, да, вот, чуть ли не стал причиной межнационального конфликта. Помните, да? Когда было сказано, что калмыки не имеют права там на то, чтобы там их населенный пункт, который вот Цаган-Аман, который стоит на реке Волга, там входил, вернее, границы неправильно, мол, сделаны и так далее. Там же реально чуть не дошло до такого конфликта, горячей, так скажем, стадии. Провокация. А таких же активистов потом приглашают в Татарстан на ток-шоу, в которых они участвуют там офлайн, онлайн, да, дают интервью в различных там интернет-изданиях. Вот. А потом их мнение выдают за мнение местных, как бы, татар. И в это понятие включает и нас с вами. Понимаете? С такими деятелями ничего общего иметь не хотим и не желаем. Поэтому их цель какая, вот этих самых этноэлит-то, я имею в виду в Казани, это использовать в том числе и местных нугаев в качестве пушечного мяса. Вот и все. Вот. А никакие местные проблемы не решаются. Я имею в виду, в частности, нашего региона, этими, как его, элитами. Им нужны, вот если так посмотреть, про эти регионы, я не только про Астрахань говорю, про Сибирь, там, про другие регионы, да, вспоминать только от переписи к переписи. Все. То есть у них вот такая идея фикс, это чтобы в Российской Федерации татары по численности занимали второе место, и все. Ну, и потом уже, чтобы вести определенный торг с федеральным центром. А потом на 10 лет благополучно забыли. Это, кстати, это мы поняли давно, но это даже поняли некоторые уже представители и этнических татар, так скажем, которые проживают вне региона. Они уже заявляют, что одними сабантуями, так скажем, наши проблемы, мол, не решишь. Ну да. А кто вообще, как вы думаете, кто является источником всего вот этого вот, то, что происходит, вот этой вакханалии, можно так сказать? Ну, идеологическим, так скажем, отцом этого всего, вот, идеологии, так скажем, татаризма, кто является? Ну, является, в частности, вот тот же самый Дамир Исхаков и его последователи. Они, так скажем, научно, в кавычках, обосновали право на существование вот этой большой татарской нации, так скажем. Его слова, его последователи, то есть последователи вот этой идеологии татаризма, они выдают за одну единственную, так скажем, истину. Ну вот за это время было издано в Татарстане и бесплатно распространено
за пределами, в том числе Татарстана, в тех регионах, где компактно проживают татары, брошюры, которые, кстати, в которых есть и те, которые написал и сам Дамир Исхаков. Вот они, например, татар, да, татарская нация, история, современность. Вот Рафаэля Хакимова, кто ты, татарин. Вот Равиль Фахруддинов, Золотая Орда и татары, что в душе у народа. Вот такие агитки. А вот именно про самого Дамира Исхакова не могли бы поподробнее рассказать? Там, может, что-то вы знаете такого, чего мы не знаем? Ну, это историк, действительно талантливый историк. У него много работ, касаемых истории татар. Да? Угу. Когда он, так скажем, из истории перешел в политику и начал заниматься идеологией, конечно, здесь у него начались вот эти перекосы. Вот если почитать его интервью и книги, которые вот касаются именно обоснования вот той стороне вот той постмодерновой татарской нации, то везде Исхаков видит руку Москвы, которая, так скажем, спит и видит, чтобы уничтожить татар. То есть Москва, условно говоря, она как будто бы является главным врагом татар. Вот он и бросается с обвинениями, например, на тот же самый Институт языкознания Российской Академии Наук, как в последнем его вот интервью, например, да, где он говорит о том, что вот это признание не только того, что язык сибирских татар является отдельным языком, и то, что диалекты юртовский и карагашский являются диалектами нагайского языка, это ненаучно обоснованное, так скажем, как бы понятие, а это попытка, опять-таки, Москвы разделить единую татарскую нацию. Вот. Москва в их представлении является этаким вот таким экзистенциальным врагом, Мордором, да, главным противником татар.